Арбитр сегодня Вадим Ленковский. Помогает ему Александр Апит и Николай Казак. Четвертый судья Вадим Гисич. Инспектор матча Валерий Карипанов. Ну что ж, матч стартовал, и давайте смотреть, как сегодня команды будут взаимодействовать друг с другом и каким образом сложится эта игра. Положение команд турнирной таблицы соседствуют. Они на 8-м месте Бобруйчанка, на 7-м Сморгонь. Но соседство достаточно такое иллюзорное. Давайте посмотрим на эту атаку. Передача в штрафную, но здесь в порядке. Голкипер Сморгони. Так вот, на 7-м месте Сморгонь, у них 30 очков в активе, а на 8-м Бобруйчанка у них всего 16. Так что, пожалуй, наверное, как бы не сложился этот матч, на турнирные позиции результат никак не повлияет. Завершают сезон команды, никаких особенных турнирных задач они не ставят уже на этот сезон, но на следующий сезон, я уверен, поставят. С мячом голкипер Сморгони Инна Ботиновская. Передача на левый фланг. Если не разобрались, в оранжевой форме с черным действуют футболистки Сморгони, ну и в черно-желтом традиционных своих цветах Бобруйчанка. Инна Ботиновская. Номер 5 Ангелина Гирос. Статистика команд, наверное, будет интересна. И этот момент вспомнить. Дважды встречались в этом сезоне, и оба раза победу праздновали футболистки Сморгони. 25 мая 2-1 выиграли дома сморгончанки, и в августе 0-5 победили в Бобруйске. Давайте посмотрим на главные события этого матча и будем следить за действиями футболисток на поле в сегодняшнем матче. Футболисты Сморгони бегут в атаку. Яна Домин с мячом. Проходит поближе к штрафной, делает передачу налево. Удар по воротам, и в полном порядке Ксения Фалей. Да, как я уже говорил, одна единственная запасная в составе Бобруйчанки. Но только лишь одним футболистом Николай Касаткин сможет усилить игру по ходу этого матча. Что касается Сморгони, то здесь 6 человек на лавке запасных, каждый из которых сможет привнести что-то новое в игру команды, ну, либо что-то изменить, если что-то вдруг пойдет не так. Бобруйчанка идет вперед. По правому флангу. Хорошая передача, может сделать навесную передачу. Но нет, не получается обработать мяч футболистки из Могилевской команды. Команда из Могилевской области. И удар от ворот будет выполнять Инна Ботиновская. Делает короткую передачу направо. Стараются прессинговать футболистки Бобруйчанки. И, смотрите, получается у них мяч перехватить. Зоя Горбунова пыталась здесь обострить ситуацию на левом фланге, 14-й номер Бобруйчанки, но не дали ей это сделать защитницы Сморгони. И спокойно отобрали мяч и устремились в собственную атаку, которая в целом даже до центра поля не дошла. Ну, раскачиваются команды, понятно, присматриваются друг к другу, пока скорости не самые высокие, но я думаю, что если зрелище мы не увидим, ну, как минимум, красоту этого матча оценим. А красоту, потому что матч этот женский. Так что здесь все предельно понятно. Бобруйчанка с мячом, из-за боковой будет вводить в игру мяч. Футболистка. Накрывают прессингом футболистку Бобруйчанки. Сморгонь идет вперед. Передача. И, может быть, здесь взятие ворот. Давайте смотреть. Удар по воротам и гол. Забивает Сморгони и открывает счет. 9-й номер Яна Домин отличается. Ну и поздравляет ее партнерши. Да, ошибка следовало до этого взятия ворот. Мяч у ворота Бобруйчанки забила Яна Домин, номер 9. Рикошет там коленом неудачно сыграла защитница Бобруйчанки. Мяч отскочил к Яне Домин, которая очень спокойно, находясь в гордом одиночестве в центре штрафной площади, отправила мяч в ворота. Ну что ж, счет открыт. 1-0.
А это всегда говорит о том, что игра немножечко раскроется, потому как совсем другие задачи теперь стоят у Бобруйчанки, ну и у Сморгони в том числе. Футболистки Сморгони явно побегут сейчас забивать второй, ну а Бобруйчанке нужно что-то придумать впереди. Ну и, наверное, самая главная ударная сила Бобруйчанки — это вот 31 номер. Ольга Анисковцева, опытнейшая футболистка, ну, от которой идет очень много остроты всегда, вне зависимости, какой соперник противостоит бобруйской команде. С мячом Бобруйчанка. Ошибка снова. И что здесь у нас может произойти? Нет, ничего. Футболистки Сморгони не смогли зацепиться за этот мяч после потери. И тот снова в ногах у команды в черно-желтом. Приведем небольшую статистику о последних, наверное, встреч каждой из команд. Футболистки Сморгони в прошедшем матче сыграли в ничью с командой АБФФ WU-19. Выиграли у Брестского «Динамо». Ну и до этого предсказуемо сгорели в матче с ФК Минском и «Динамо» БГУ-ФК. Кстати, в матче с «Динамо» БГУ-ФК уступили футболистки Сморгони лишь 1-0. Это уже говорит о определенной силе этой команды. Не думаю, что «Динамо» БГУ-ФК, даже если играла там в полсилы, то не представляла какой-то угрозы. Безусловно, представляли. Команда Юрия Малеева всегда играет на пределе. Футболисты Сморгони правым флангом начинают атаку. С мячом Искарева. Передача не получается. Бобруйчанка перехватывает мяч. И нужно бы и быстро двинуть его в сторону ворот Сморгони. С мячом Дарья Храмко делает передачу на Нисковцеву на левый фланг. Нисковцева сохраняет владение для своей команды. Горбунова. Передача направо. Здесь можно будет уже придумать какую-то передачу. Проникающую по штрафную площадку. Не проходит. Тем не менее, можно пробить здесь. Пробивает Ольга Анисковцева. И мяч улетает мимо. Ну, вот первый удар по воротам Сморгони мы отмечаем. Ольга Анисковцева автор этого удара. Удара неточного, но тем не менее. Что же касается Бобруйчанки, то уступила Бобруйчанка в предыдущем матче Зорке БДУ дома 0-3. До этого выиграла 1-4 у «Динамо» Брест и сыграла в ничью 2-2 с командой АБФФ WU-19. Ну, а до этого были поражения 0-13 от Минска и 0-5 от «Динамо» БГУ-ФК. Пытаются, насколько это возможно, футболистки Бобруйчанки пройти вперед. Пехота тащит мяч, но далеко пройти и продвинуться не получилось. А вот сейчас футболистки Сморгони могут хорошую контратаку организовать, если получится принять мяч у Лианы Мирошниченко. Не получилось. Кстати, в прошлом матче, который также я комментировал с участием Бобруйчанки, тот самый матч против Зорки БДУ, которую подопечные Николая Касаткина проиграли со счетом 0-3, я отмечал о том, что Бобруйчанка очень-очень неплохо защищалась до конца первого тайма. Никак не могли футболистки Зорки вскрыть оборону этой команды, но вот сегодня быстрый гол Сморгони получилось забить. Ну и посмотрим, что на это ответят бобруйские футболистки. Аут вблизи штрафной площади Сморгони. Подскользнулась футболистка Бобруйчанки, но не потеряла контроль над мячом. Анисковцева не дают ей пробить поворотом, ну, либо придумать какое-нибудь еще атакующее действие. Передача вперед. Летит на скорости уже футболистка, которая забивала сегодня, Яна Домин, но не достает этот матч, этот мяч
Но не повезло. Повезет в другой раз, я уверен. На правом фланге атаки Сморгонь. Домин. Навес середины штрафной площади. Нет, не будет здесь пенальти. Показывает уверенно Вадим Лемковский. Поднимайся. И свистка не дает. Бобруйчанка будет вводить мяч из-за боковой, недалеко от своей штрафной площади. Пас вперед. Перехвачен. Но невооруженным глазом видно, что футболистки Сморгони правят балом в этой игре. Много владеют мячом, много атакуют, предпринимают огромное количество попыток вывести друг друга на ударные позиции. Но пока получилось лишь однажды. Так или иначе, большое преимущество у хозяек этого матча. Стараются спокойно обороняться футболистки бобруйчанки. Получается. Светлана Пехота делает пас вперед. Храмко. Может Храмко пройти. И у нее это получается. Передача чуть назад. Ну и здесь потухла. Потухла эта атака. Погода сегодня комфортная для игры в футбол. Градусов 5 тепла. Сухо. Дождя, как по заказу. Ее партнерша. Передача в сегмент штрафной площади. Ну а скидка под удар неточная получилась. Такой кикс. Вместо передачи вышел. Но ничего страшного. Не успевает Дарья Храмко к этой передаче, а могла здесь на левом фланге умчаться в отрыв. Ее там никто бы уже не встречал. Сморгонь в атаке. Яна Домин пытается 1 в 1 обыграть соперницу. Получается. Пас-центр. Ну и на левый фланг переводит мяч 23-й номер Сморгони Татьяна Фомченко. Там уже борьба и, казалось, перехват, но нет. До конца отборолась футболистка Сморгони и мяч забрала. Близко подбираются к штрафной площади своих соперниц. Футболистки Сморгони глубоко сидят в обороне. Игроки бобруйчанки. Ну, пока силы есть. Уверен, что бобруйчанка будет обороняться. Но с каждой минутой силы, конечно, будут их покидать. Учитывая, что у Николая Касаткина в резерве лишь 1 человек. Напомню, это Оксана Шпак. Под 5-м номером она может выйти на поле. Перехват. Яна Домин ищет возможность сделать передачу. Делает ее. Здесь может быть интересно. Елизавета Болотянова. Снова Яна Домин. Удар поворотом. И мяч летит мимо. Мяч полетел настолько мимо, что улетел в припаркованную рядом со стадионом машину. Настолько сильно пробила Яна Домин. Ксения Фалей будет вводить мяч в игру. Выбивает вперед, выбивает не точно. Снова Яна Домин с мячом. Самая активная футболистка, наверное, в эти 13-14 минут матча. И мяч забила, и все время на острие атаки. Может быть опасно. Ну и что, увидим мы здесь гол? Ну, скорее всего, увидим. Да, 2-0. Забивает Сморгонь и увеличивает преимущество в счете. Давайте посмотрим, кто это сделал. Давайте посмотрим, кто отличился. На 16-й минуте забила номер 23 Татьяна Фомченко. Татьяна Фомченко, 23-й номер. Забила мяч, да, видели, обыграла вратаря. Чуть было не потеряла равновесие Татьяна Фомченко, но в конце концов все закончилось для нее
благополучно, и Татьяна Фомченко увеличивает разрыв в счете в матче с Бобруйчанкой 2-0. А у нас еще и 15 минут не прошло. Итак, снова мяч в центре поля. В третий раз уже за этот матч, если считать старт этой игры. Бобруйченко с мячом. Передача вперед. Не получается. Ну и здесь тоже может быть опасно. Дарья Карабанько делает пас на Яну Домин. Но у Яны передачи не получилось и удар. Если это была попытка удара, то тогда не получился от слова совсем. Валерия Кунцевич, футболистка Бобруйчанки, владеет мячом. Вот эта девушка в голубой шапочке. Сейчас на ней нарушили правила. Футболисты с Маргони будет свободный удар выполнять подопечные Николая Касаткина. Выбивает вперед. Ну и здесь нарушение правил. И снова Бобруйчанка с мячом. Вот на пару метров ближе продвинулись. И также заработали на себе фол. Бобруйская команда. Ищет футболистка Бобруйчанки лучший способ продвинуть мяч в атаку. Казалось, что нашла, но футболисты с Маргони очень спокойно перехватили его. Ну, как-то сбилась у нас игра на свистки в этот эпизод. Третий или четвертый раз Вадим Ленковский вступает в игру, но, слава богу, никакого страха травмы или еще чего-то, просто рабочие фолы. Все это нормально абсолютно. Это перехват. Но если бы сейчас Яна Домин 1 в 1 смогла обыграть свою визави, то выскочила бы 1 на 1. Ну и наверняка бы отправила мяч в ворота. Владимир Ленковский показывает, откуда нужно вбросить аут. Как-то сильно вперед прошла Светлана Пехота. Забрали мяч у Бобруйчанки подопечные Яны Вышитко и идут вперед. Прессингует 10-й номер с Маргони Дарья Карабанько. Этот прессинг свои плоды приносит. Яна Домин с мячом входит в штрафную площадку по правому флангу, делает прострел, удар по воротам, и счет становится 3-0. Вот так вот на 19-й минуте Сморгонь забивает третий мяч в ворота Бобруйчанки. Ну, да, игра сегодня напоминает у нас на 19-й минуте мяч дорогу с односторонним движением. Номер 39 Лиана Мирошниченко. Капитан команды Лиана Мирошниченко, автор этой передачи. Яна Домин прошла в штрафную по правому флангу, сделала прострел, который вполне мог бы быть перехвачен, но футболистки Бобруйчанки не смогли это сделать, и тот пришел точно на ногу Лиане Мирошниченко, которая спокойно и без каких-либо нервов закатила мяч в ворота. Итак, 3-0, уже 3-0, а у нас всего-то ничего, 19 минут прошло с начала встречи. Да, наверное, стоит констатировать, что борьбы мы сегодня здесь не увидим. Бобруйчанка уже заканчивает сезон, естественно, но уже, насколько это возможно, видите, всего 12 человек в ростере у Николая Касаткина. Ну и как бы кажется, что и мотивации особенной нет. Произведена замена. Вместо Полины Шатилени, игравшей под номером... Ну вот, собственно говоря, и Николай Касаткин и воспользовался этим правом на замену уже на 20-й минуте. Вместо Полины Шатилени, номер 52, вышла Оксана Шпак под номером 5, о которой я уже и говорил. Таким образом,
Отмечаем, что замен в составе бобруйчанки больше нету. Да, ну, конечно, надо как-то менять рисунок игры бобруйчанки. Если так пойдет, то мы с вами можем стать свидетелями неприятного и неприличного счета. Пока каждые минут 7-8 мяч то и дело влетает в ворота бобруйской команды. В центре поля мяч, в центральном круге. Футболистки бобруйчанки, наверное, длинным забросом попробуют сейчас что-то придумать. Передача в направлении Ольги Анисковцевой была она не точна. Футболистки в оранжевом перехватили мяч. 5-6 человек бегут в атаку без какого-либо страха получить контрвыпад. Удар поворотом, низом, но это не опасно для Ксении Фалей. Все видела голкипер бобруйчанки и спокойно забрала мяч в руки. Яна Домин отыгрывается стеночку. Красивенько и хорошо. Достанет мяч Яна Домин у углового флага. Что-то будет сейчас придумывать. Придумывает заброс в штрафную площадку. Сутолока здесь у ворот. И мяч на этот раз выбит. А впечатление такое складывалось, что сейчас кто-нибудь из футболисток в оранжевом точно добьет его в ворота. Но на этот раз не вышло. Мяч на правом фланге. Бобруйчанка снова и снова предпринимает робкую попытку выйти в атаку, но все эти робкие попытки, конечно, прерываются через 1-2 передачи. Приходится вот так играть бобруйчанке в обороне, просто выбивать мяч за пределы поля для того, чтобы потенциальную опасность предотвратить. Передача с левого фланга атаки с Маргони. Здесь может быть достаточно опасно, но нет. Ксения Фалей уверенно выходит из ворот и забирает мяч. Пытается далеко, выбивает его. Но здесь, не поняли друг друга футболистки с Маргони, столкнулись в борьбе за этот верховой мяч. Хотя борьбы там никакой не было, они просто вдвоем были на точке приема. Ну и не увидели друг друга. Такое бывает. Ничего здесь страшного и курьезного нет. Вперед идут подопечные Яны Вышитко. Падение, и это штрафной. На газоне оказалась Елизавета Искарева, 19 номер команды в оранжевом. И штрафной удар кто-то из футболисток с Маргони будет выполнять. Посмотрим, насколько успешно выполнят этот стандарт сморгончанки. Лиана Мирошниченко готовится пробить. Да, никто с ней здесь у мяча не остался, ну, кроме, пожалуй, Софии Карачун, ну, которая по ощущениям бить и не собирается. Ну что, прямой удар будет или передача? Давайте посмотрим, давайте увидим, не будем торопить события. Удар поворотом, хороший удар, и мяч летит в очень опасной близости от стойки ворот Ксении Фалей. Отмечаем, хороший удар со штрафного, мог бы получиться очень красивый гол. А так всего лишь удар от ворот, но счет, напомню, 3-0 в пользу футболисток с Маргони. Ну и давайте напомню, кто сегодня забивал. На 5-й минуте Яна Домин счет открыла. Затем отличилась Татьяна Фомченко, ну и Лиана Мирошниченко, также автор гола в ворота бобруйчанки. Ну и посмотрим еще одна атака футболисток в оранжевом. Сработали в обороне хорошо игроки бобруйчанки и вывели спокойно мяч из зоны обороны. Но тут же его потеряли, пытаясь организовать атаку. Ну и здесь посмотрим, как воспользуется этим футболистка с Маргони. Смотрите, отбирает мяч, бьет по воротам. Но со второй попыткой Ксения Фалей мяч забирает в руки. Дарья Карабанько здесь классно сыграла в отборе.
забрала мяч у защитницы, которая замешкалась, и пробила поворотом. Ну, пробила бесхитростно по позиции фолей. Ну, поэтому и гола в этом игровом эпизоде не случилось. Бегут вперед футболистки Бобруйчанки. Ну что, получится сейчас что-нибудь сделать? Будем надеяться, что да. Навес штрафную площадь. Навес неточный. Ну и решила немножечко пробежаться. Вратарь Сморгонь Нина Ботиновская. Я думаю, что немножечко подмерзла она. Практически без работы. Вот такого рода работа у Инны Ботиновской сегодня. Где-то за мячом сбегать, ну или там выбить его после какого-нибудь неточного удара. Хороший отбор. Екатерина Луцкевич выполняет. Бобруйченко с мячом. Ну и приходится отдавать назад. Светлана Пехота делает пас. С мячом Анисковцева. Ну, сыграла не лучшим образом. Тем не менее, с мячом осталась Ольга на правом фланге. Пытается что-то придумать. Передача. И что у нас? Первый угловой. Да, первый угловой в матче. Да, первый угловой в матче, действительно. Ну и удивительно, что это самый первый угловой состоялся у ворот Сморгони. Хороший шанс что-то придумать при розыгрыше этого стандарта. Кунцевич подает. И здесь может удар быть? Нет, не получилось. Ничего, у Бобруйчанки спокойно Инна Ботиновская взяла мяч в руки и выбила вперед. А здесь может быть опасно. Бежит вперед Дарья Карабанько, выходит 1 на 1 и спокойно переигрывает Ксению Фолей. Таким образом, счет становится 4-0 на 28-й минуте этого матча. Да. Пока, как я и говорил, каждые минут 7 забивает. Номер 10 Дарья Карабанько. Каждые минут 7 забивает футболистки Сморгони. Уже 4-0. Ну, давайте будем наблюдать за каким-то красивым футболом, за какими-то эффектными действиями футболисток, потому что, ну, понятно, что результат этой игры вряд ли изменится. Не думаю, что по такому матчу Бобруйчанка сейчас как возьмет и забьет 5 мячей. Хотя это женский футбол, он непредсказуемый. Здесь может быть все, что угодно. Хороший заброс на левый фланг. Бобруйчанка идет вперед. Дарья Хромко. Навес штрафную площадь прямо в руки Инне Ботиновской. И вот вроде как, да, дают футболистки Сморгони где-то выйти по флангу, где-то сделать хороший рывок игрокам Бобруйчанки, но последний пас не получается. Нарушение правил. Очевидное нарушение правил. И у нас первая желтая карточка в этом матче. На 29-й минуте игры получает ее защитница Бобруйчанки. Ну и еще один опасный стандарт будут выполнять футболистки Сморгони. Если я не ошибаюсь, желтую карточку получила Екатерина Луцкевич. 35-й номер бобруйской команды. Так, посмотрим, что можно придумать с этого штрафного. Но, очевидно, передачу никто отсюда, думаю, бить не решится. Хотя, кто знает. Давайте посмотрим. Есть рослые футболистки в составе Сморгони, которые могут и головой сыграть. Так или иначе, увидим. Подача. Удар головой. Хороший удар и прекрасный сейф от Ксении Фолей. И это будет угловой, хотел я сказать. Нет, не будет углового. Нарушение правил фиксирует здесь Вадим Линковский. И мяч у Бобруйчанки. Хотя отмечаем, момент получился очень и очень красивый. Выбивает вперед футболистка Бобруйчанки мяч. Ну и тут же борьбу навязывают своим соперницам. Яна Домин перехватывает мяч. Пас на правый фланг. Дарья Карабанько делает навес.
Ну, не самый расчетливый навес получился и ударик Карабанько. И мяч, перелетев всех футболисток, находившихся в штрафной площади Бобруйчанки, спокойно встретился на фланге с Татьяной Кунцевич. Пытаются футболистки Бобруйчанки, и не отнять этого у девушек в желто-черной форме. Пытаются как-то идти вперед, пытаются что-то сделать, но очевидно, что в сегодняшнем матче класс футболисток Сморгони повыше. Как достаточно много времени проводят футболистки Бобруйчанки сейчас на половине поля Сморгони. Это уже говорит о том, что либо футболистки Сморгони немножечко подрасслабились, либо Бобруйчанка всерьез вознамерилась что-то придумать в этом матче, и для начала хотя бы забить. А уж там пусть будет как будет. Сморгонь владеет мячом. Вообще надо сказать, что Сморгонь очень футбольный город. Знаем мы прекрасно, что в следующем сезоне оба представителя этого города будут играть в высших дивизионах чемпионата Беларуси. Мужской футбольный клуб Сморгонь уже давно обеспечил себе участие в вышке в следующем сезоне. А с женским клубом Сморгонь, думаю, тоже ничего страшного не произойдет. И будут продолжать они играть в высшем свете женского футбола нашей страны. Два тура осталось провести в этом чемпионате футболисткам Сморгони. Бобруйчанке же еще нужно будет сыграть перенесенный матч, то есть третий. И 3 очка разницы между командой АБФФ W19 и Сморгонью. Так что гипотетически на 6-е место сморгончанки могут переместиться. С точки зрения честолюбия это, конечно, будет играть какое-то значение, но с точки зрения турнирных задач совершенно никакого. Сморгонь владеет мячом уверенно на половине поля Бобруйчанки. Мяч на левом фланге, и уходит он за боковую от футболистки из Бобруйска. Будут вбрасывать аут подопечные Яны Вышитко. Перехватили мяч Бобруйчанки. Пас назад. Хорошая передача по центру, но не смогла, к сожалению, обработать ее футболистка в черно-желтом. Это 17-й номер Валерия Кунцевич. Передача направо, и не успевает за мячом Татьяна Логинова. Будет аут. В скамейку запасных мяч улетел. Но игра возобновляется очень быстро. И возобновляется снова уверенным владением команды в оранжевой форме. Передача налево. Попытка красиво сыграть пяткой. Неудачно. Логинова. Здесь сутолока и свисток Вадима Ленковского. Не права была футболистка Сморгони. В воскресенье в Сморгоне очень тихо, люди отдыхают, выходной день, и приблизительно настроение у нас на матче такое же. Все достаточно спокойно. Сморгончанки очень уверенно выигрывают, ведут в счете, ведут игру. Ничего Бобруйчанка не может сделать впереди. А Сморгонь уже 4 раза смогла. Если мы с вами говорили о том, что как будто по таймингу забивают футболистки Сморгони каждые 7 минут, где-то через минуту, если все так и есть, сморгончанки забьют 5-й мяч. Шучу, конечно. Никакого четкого плана в этом отношении быть не может. Дарья Хромко с мячом. Передача на Светлану Пехоту. Пас в центр. Здесь борьба. Ольга Анисковцева с мячом встречается, но трудно было здесь противостоять
футболисткам Сморгони. Тем не менее, нарушение правил. И можно сказать, что Ольга Анисковцева мяч сохранила для своей команды. Более того, улучшила позицию. У нас замена. Номер 39 Лиана Мирошниченко. Спасибо за игру, Лиана. Лиана Мирошниченко покинула поле. Номер 18. И номер 18 появилась на поле Яна Магаляс. Ну, Лиана Мирошниченко, футболистка, которая сегодня уже забила мяч, является капитаном команды. Вот так рано у нас покинула поле на 36-й минуте, уступив место Яне Магаляс. Ну, наверное, какой-то есть план у Яны Вышитко. С другой стороны, если бы плана не было, вряд ли и замена бы состоялась. Ну, а если там какое-то минимальное повреждение у Ляны Мирошниченко, то тогда, конечно же, желаем ей поскорее поправиться и вернуться в строй. Идут вперед футболистки Сморгони. Мяч в штрафной площади Бобруйчанки. Передача, но передача неточная, и будет удар от ворот. Ксения Фалей все, что может сегодня, все, что возможно, отбивает. Но когда совершенно бессильна она, ну тогда вот мячи залетают в ворота. Бобруйчанка идет вперед. 10 минут осталось до конца первого тайма этого матча. 10 минут до небольшого перерыва, в котором, мы надеемся, Николай Касаткин достучится до своих подопечных, и те, сломя голову, полетят в прессинг, полетят вперед. А пока дальний удар футболисток Сморгони, неточный дальний удар. Мяч летит мимо, и это снова удар от ворот, который выполнит кто-то из футболисток Бобруйчанки, а может быть и сама Ксения Фалей. Нет, Ксения Фалей делать этого не будет. Зачастую видел я несколько игр Бобруйчанки. Удар, вот эти стандартные положения, удары от ворот, пулевые игроки выполняют. Ну, наверное, удар посильнее и глаз чуть более меткий. В центре поля мяч, казалось, перехватили футболистки Сморгони, но нет. С мячом Бобруйчанка. Логинова идет вперед. Посмотрим, что придумает Татьяна Логинова. Придумала передачу в штрафную площадь, но здесь на одну футболистку Бобруйчанки приходится сразу 3 защитницы Сморгони. Очень сложно в такой ситуации придумать что-то креативное у чужих ворот. Забирают мяч у Бобруйчанки подопечные Яны Вышитко. Большими силами бегут вперед. Передача на Яну Домин перехватывается. Тем не менее, ненадолго Яна Домин продвигает мяч вперед. И снова не получается. Ну, наверное, можно сделать некоторый вывод по первому тайму. Да, девушки как будто на разных полюсах находятся. Хотя, как я и говорил в начале, соседки по турнирной таблице Бобруйчанка и Сморгони. Но помните, что у Сморгони 30 очков в активе, а у Бобруйчанки всего 16. Поэтому, да, такое соседство. Не сказать, что близкое и упорное. Бьет вперед Бобруйчанка. Ну и здесь в борьбе мяч футболистки Сморгони. Спокойно очень забирают, и вот играют через вратаря. Наверное, пожалели Инну Ботиновскую. А то он совсем там замерзла. Буквально считанное количество раз голкипер Сморгони вступила в игру. Ну а сейчас, кстати, курьезно могло получиться. Не самым лучшим приемом мяча отличилась Инна Ботиновская. Ну, благо, все хорошо для нее обошлось. Ну, такие курьезные мячи не добавляют уверенности вратарю. Футболистки Сморгони идут вперед. Передача на правый фланг. Передача неточная. И игроки в черно-желтой форме мяч перехватывают. Не поняли друг друга Светлана Пехота и Дарья Храмко. И передачу Светланы Пехоты на передачу Светланы Дарьи Пехоты Храмко никак не отреагировала. Осталось стоять, никакого рывка не совершила. 5 минут до конца первого тайма.
Аут вбрасывает Бобруйчанка. Так, и у нас небольшая пауза в игре. Ну вот теперь игра восстановилась. Возобновилась, и мы продолжаем наблюдать за противостоянием женского футбольного клуба «Сморгонь» и Бобруйчанки в рамках 25-го тура розыгрыша чемпионата Беларуси среди женщин в высшей лиге. Бобруйчанка идет вперед. С мячом Валерия Кунцевич, но недолго для Валерии Кунцевич. Звучал марш атаки. Очень быстро стреножили эту футболистку. Мяч у нее отобрали. Совсем уж медленно передвигаются и те, и другие по полю. Совсем уж как будто бы нехотя. Но с точки зрения Сморгони все понятно. Команда выигрывает крупно после первого тайма. Ну а что касается Бобруйчанки, ну, скорее всего, тяжело. Тяжело футболисткам на высоких скоростях играть и противостоять подопечным Яны Вышитко. Не думаю, что больше минуты добавит к первому тайму Вадим Ленковский. Ну, так или иначе, посмотрим. Узнаем мы об этом, я думаю, что минутки через 2. Футболистки Сморгони с мячом. Пас вперед. И здесь никакого атакующего продвижения мы не увидели. Зато увидели четкую работу в обороне футболисток Бобруйчанки. Логинова с мячом. Не получилось у нее сделать передачу. Накрыли ее футболистки Сморгони. Но передачу, в свою очередь, тоже сделали неточно. И мяч ускакал за боковую линию поля. Поднялся небольшой ветер. Достаточно прохладно стало на стадионе местного ДЮСШ. Поэтому, конечно, призываю я девчонок увеличить скорости, немножко побегать, дабы не заболеть. Футболисты Сморгони с мячом на своей половине поля. Передача на левый фланг. Здесь завязывается борьба и уступают сморгончанки мяч Бобруйчанки. Вот такая у нас получилась игра слов. Светлана Пехота на левом фланге делает передачу и в стенку пыталась сыграть она с Дарьей Хромко. Извиняется Дарья Хромко за неточный пас. Ну и такое бывает. А может, могло быть очень и очень интересно. Далековато мяч отпускает футболистка Сморгони, и это достаточное подспорье для того, чтобы его потерять. Яна Домин с мячом. Попытался сыграть через Дарью Карабанько. С мячом 10-й номер. Хороший пас, но здесь не успевает футболистка Сморгони что-либо сделать. И снова мяч у футболисток в оранжевом. Яна Домин с мячом. Передача неточная. Перехват. И... Нет. Перехват не случился. Передача в центр штрафной площади. Здесь может быть что-нибудь опасное и интересное. Если бы чуть более технично приняла мяч футболистка Сморгони, можно было бы и поворотом бить, пожалуй. Ну, а пока нет. Обложили футболистки Сморгони штрафную площадь Бобруйчанки. Ищут хороший момент для удара. Может быть, это он. Удар поворотом. К сожалению, мяч летит мимо. К сожалению, для Сморгони. Ну, и по такому матчу, где вот уже, наверное, минут 15 мы никаких опасностей не видим. Вот как раз аккурат после того, как 4-й мяч забили футболистки Сморгони, не сказать, что изобилует игра опасными моментами, какими-то красивыми сейвами. Ну что ж, дает финальный свисток Вадим Ленковский. Финальный свисток, который оповещает нас об окончании первого тайма матча
Сморгонь, Бобруйчанка, счет 4-0. Отправляемся на перерыв и встретимся через 15 минут и будем наблюдать за перипетиями второй половины этой игры. Отдыхаем. «Ориентир-строй». Общество с ограниченной ответственностью «Аквасан». Магазин спортивной экипировки footroom.by. Открытое акционерное общество «Беллакт». Общество с ограниченной ответственностью «Евротор» и букмекерская контора «Марафон Бет». Во-первых, да, для головы я тут пару раз вставал, потому что было смотреть, что там будет. Ну как? И уже...
поднялся в кулак. А я комментирую, говорю, ну, наверное, сильно обиделся. У вас привет вчера, блядь, 0,5 в Макслайне улетел. Еще Макслайн, я хочу, чтобы Макслайн был. Во-первых, команда классная. Нет, я же не про энергоносители, но футбольные команды. Нет, нет. Строительство готов лучше ведет слово вообще. Ну, во-первых, несколько дней работает. Ну, у них ни хера нет, у них поле. А Макслайн, ну, Макслайн все есть. Там парк, там команда, там фанаты. Там, блин, детская школа. Там все четко. Так, у меня такой. Я пошел. Я тоже. А, ну, что на него вступить? Я просто, блин, честно говоря, уже забыл, на каком Готовы смотреть? Готовы хрустеть? Новинка от Петруха готова. Хрустящий куриный попкорн. Сытно, вкусно, до самых титов. Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Невероятная шоу-программа «Джамбо». Собраны замечательные жанры циркового искусства, разнообразие экзотических животных.
Так, ну что, менялись местами? Дашь посидеть? Ну что ж, уважаемые дамы и господа, друзья, снова на связи Сморгонь. Второй тайм матча одноименной команды против Бобруйчанки. Дает свисток главный арбитр, и мы начинаем смотреть вторую половину этого матча. Напомню, 4-0 футболистки Сморгони ведут после первой половины игры. И начинается этот второй тайм с борьбы в центре поля. Ольга Анисковцева с мячом. Передача вперед. И мяч выбивается. Давайте, наверное, вспомним составы команд на сегодняшний матч. Сморгонь под номером 12 Инна Ботиновская зачищает ворота. Под пятым номером Гира Скорочун 8-я. Яна Домин 9-я. Дарья Карабанько под 10-м номером. Татьяна Кенда номер 13-й. 19-я Искарева. Фомченко 23-я. Линик 24-я. Под 39-м номером играла капитан команды Лиана Мирошниченко. Вместо нее вышла Яна Магаляс под номером 18 и 77-я Болотянова. Давайте посмотрим опасный момент и гол. Да? Вот так вот у нас интересно начинается второй тайм. И начинается он с гола в ворота Сморгони. Говорили мы о том, что сморгонские футболистки имели подавляющее преимущество в первом тайме. И вот надеялись, что в тайме втором Николай Касаткин достучится до своих подопечных. Видите, достучался. Гол увидели мы в самом начале второго тайма в исполнении футболисток в желто-черных цветах, о составе которых я сейчас и скажу.
Под первым номером Фалей защищает ворота. 7-я Логинова. 9-я Пехота. Валерия Кунцевич, номер 17. Под 10-м Храмко. 14-я Горбунова. Кунцевич. Вот, собственно, Валерия Кунцевич, футболистка, которая сейчас отличилась в составе бобруйчанки. У нее 17-й номер на спине. Ольга Несковцева 31-й. Луцкевич 35-й номер. 41-я Савченко. Под 43-м номером Курлович. И выступала под 52-м номером Полина Шетеленя. Но ее тоже еще в начале, на 20-й минуте заменила под 5-м номером выступающая сейчас Шпак. Главные тренеры команды Бобруйченко возглавляет Николай Касаткин и Яна Вышитко, главный тренер Сморгони. 4-1. Ну и будем надеяться, что есть надежда на то, что интрига будет еще у нас немножечко жить. Смотрим, наблюдаем за этим матчем. Футболистки бобруйчанки с мячом. Потеряли его. Передача в центр. Ну, здесь не согласовано. Футболистки Сморгони сработали. Чуть было мяч не потеряли, тем не менее. Продолжается атака, продолжается она вбросом из-за боковой в исполнении футболисток в оранжевом. Ну, вот так вот быстро и без какой-либо идеи потеряли мяч сморгончанки. И будем смотреть, может, еще на один гол сподобятся футболистки из Бобруйска. Идет вперед Сморгонь, но я думаю, что стало небольшой неожиданностью для них этот пропущенный мяч. Ну и я думаю, что сейчас понесутся вперед футболистки, хозяева сегодняшнего матча. Может быть хороший момент. Карабанько бьет поворот там. И в порядке. Ксения Фалей. Бесхитростный получился удар. Все видела вратарь бобруйчанки. И спокойно мяч этот поймала в руки. Уходит мяч за боковую линию поля. Выбрасывать его будут гости сегодняшнего матча. Но не лучшим образом делать вот такие вот действия практически в собственной вратарской. Здесь очень можно легко потерять мяч, организовать гол в свои ворота. Футболисты Сморгони мяч перехватывают. Передача в центр. Может быть опасно. Хороший пас на правый фланг. Но здесь быстрее. Быстрее оказывается Дарья Храмко своей визави. И зарабатывает аут для своей команды футболистка бобруйчанки. Продолжают атаковать подопечные Яны Вышитко. Удар поворотом и снова. Ну все эти дальние удары вообще не являются какой-либо проблемой для Ксении Фалей. Все она прекрасно видит, все прекрасно чувствует, понимает, где нужно находиться с точки зрения позиции. И все эти мячи точно в руки летят голкиперу бобруйчанки. Нарушение правил очевидно. Все мы прекрасно видели. Больно футболистке бобруйчанки. Не встает она пока с газона. Но там прям наскочила футболистка Сморгони на свою соперницу. Ну, естественно, правила были нарушены. Ну, поднимается футболистка бобруйчанки с газона. Все хорошо, слава богу. Продолжает принимать участие в игре. Я напомню, что, наверное, любое повреждение, любая травма, любое удаление оставляет футболисток бобруйчанки в меньшинстве. Опасный удар и мяч в воротах. Говорил я о том, что дальние удары не приносят успеха Сморгони, как под мои слова
Именно дальним ударом футболистки Сморгони забивает пятый мяч в ворота Бобруйчанки. Хороший плотный удар, в верхний угол полетел мяч и в него же и попал. 5-1. Давайте посмотрим, кто забил этот мяч. Пятый мяч в ворота Бобруйчанки забила номер 77 Елизавета Болотянова. Елизавета Болотянова, 77 номер, забивает вот эта девушка, которая в центре поля сейчас, белокурая, в самом его середине, наблюдает за действиями Бобруйчанки при контроле мяча на своей половине поля. Пас-центр, Бобруйченко с мячом. А Нисковцева делает заброс на правый фланг. Здесь Логинова цепляется за мяч. Но быстро отбирают его у Логиновой футболистки Сморгони. И сейчас побегут в собственную атаку. Пас на левый фланг. Карабанько. Теряет мяч. Упускает его за боковую. И снова Бобруйчанка будет пытаться что-то придумать. Аут в пользу футболисток в оранжевой форме назначает лайнсман. Здесь может получиться интересная контратака, а Нисковцева нет. Здесь защитники прекрасно действуют у Сморгони. Дарья Линик, 24 номер. Вот эта рослая девушка, центральный защитник, спокойно сработала в отборе при ситуации 1 в 1. И всю опасность для своих ворот свела на 0. Ну, собственно, этим и должен заниматься центральный защитник. Идет вперед Сморгонь. Пас на правый фланг. Передача в центр штрафной площади. И здесь достаточно уверенно в обороне действуют бобруйчанки. Линик. Заброс вперед. Ну, заброс безадресный абсолютно. Мяч улетает за лицевую линию. Далеко-далеко от створа ворот. Начнет Бобруйчанка свою атаку свободным ударом, которую снова выполняет полевой игрок в черно-желтой форме. Заброс вперед. Выиграли на втором этаже борьбу футболистки Бобруйчанки. Но развитие эта атака не получила. И Сморгонь снова и снова волны своих атак накатывает на защитные позиции команды из Бобруйска. Гирос на левом фланге владеет мячом. Передача вперед, ну, передача в борьбу. Ну и очевидно, что футболистка Бобруйчанки здесь была бы быстрее на мяче. Ну, не знаю, тут надо было включать режим Мо Салаха, чтобы достать этот мяч. Но думается мне, что ни у кого из футболистов, которые принимают участие в этом матче, режима Мо Салаха нет. Тем не менее, продолжаем смотреть этот матч. Сморгонь впереди со счетом 5-1. Логинова. Вынуждает Логину сделать неточную передачу. И футболистки Сморгони через своего вратаря действуют и организовывают наступление. Неточный пас. Логинова мяч выбивает. Выбивает, правда, недалеко. Бесхитростная передача в центр на Нисковцеву. Естественно, она перехвачена. Кенда. Болотянова. Фомченко. Передача чуть-чуть назад в центр. Дальше на левый фланг. Гирос. Пытается что-то придумать. Фомченко. 1 в 1 обыгрывает свою визави. Отдает пас в центр. Ну и перевод на правый фланг. По мысли неплохой, по исполнению, конечно, не очень. Все могло быть куда более опасно, куда более интересно. Но так мяч просто улетел за боковую линию. И вводить его оттуда будут футболистки Бобруйчанки.
5-1. Напоминаю, если кто-то подключился к нашей трансляции на канале АБФФ на Ютубе, 5-1 футболистки Сморгони выигрывают в матче против Бобруйчанки. 4-0. Так закончился первый тайм. В самом начале второго тайма Бобруйчанка один мяч отквитала, но тут же пропустила еще. Какие-то есть проблемы у голкипера Бобруйчанки. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я напомню, что у Николая Касаткина больше нет футболиста, которым он мог бы усилить игру. Нету запасных. И если что-то случится с вратарем, то кому-то из полевых футболисток придется стать в ворота. Ну и, как мы все прекрасно понимаем, Бобруйчанка будет играть в меньшинстве, в десятером. Было уже такое. В этом чемпионате Екатерина Кучинская, которая сегодня, кстати, в матче участия не принимает, вот она тогда была вратарем в Бобруйчанке. Да, не хватало состава совсем этой команде, и вот тогда они играли в десятером. Ну, слушайте, игра остановлена, и действительно какие-то проблемы у Ксении Фалей. Пожелаем ей здоровья. Будем надеяться, что останется Ксения Фалей на поле, и немножечко разбегается, окажут ей необходимую медицинскую помощь, и все будет нормально. Потому что в противном случае у Сморгони будет, конечно, еще не только игровое преимущество, но и количественное. Давайте посмотрим, все ли хорошо. Приводит в чувство Ксению Фалей. И там еще одна футболистка в желто-черном продолжает находиться на газоне. Конечно, не хотелось бы, чтобы девчонки здесь пострадали. Не хотелось бы, чтобы у девчонок были какие-то травмы. Будем очень надеяться, что матч продолжится в полных составах. «14 минут назад начался матч сборной Гомельской области и команды АБФФ W19. Но там тоже интрига отсутствует как таковая. Команда Гомельской области попадает под жернова практически любой команды. Я не думаю, что и здесь будет что-то иное. Продолжается матч. Все неплохо. Все девчонки на ногах. Особенно это касается Бобруйчанки. И это хорошо. Это хорошо. Потому что, как мы видели в начале первого тайма, Сморгонь может пропустить. Сморгонь может где-то не доглядеть за игроками Бобруйчанки. Но сейчас об этом мы не говорим, потому как мяч на поле, на половине поля бобруйской команды, и футболистки в оранжевой форме силятся забить еще. Может быть опасно. Удар по воротам и сейв Ксении Фалей. Ну да, видим, у Ксении Фалей есть проблема, да, есть. Сейчас сделала сейв и тут же прихрамывать начала. Будем очень надеяться, что сможет до конца матча Ксения Фалей здесь доиграть. Пожелаем ей здоровья, пожелаем ей удачи и успехов в этих начинаниях. Угловой у ворот Бобруйчанки исполняют футболистки Сморгони. Подача. И мяч летит к воротам. И снова отмечаем эффективные действия Ксении Фалей при обороне бобруйских ворот. Вступает в игру, часто вступает в игру. Вот и сейчас ее усилиями мяч не влетел в бобруйские ворота. Свободный. Коротко разыграли его футболистки Бобруйчанки. Пас направо. Логинова.
Не получилось в прессинге забрать мяч футболисткам в оранжевой форме. Медленно, но верно выходит из обороны футболистки Бобруйчанки. Но вот одна неточная передача, и все на этом. Болотянова. Передача. С мячом футболистка Сморгони. Можно сделать подачу, навес. И удар по воротам неточный. Неточный удар. Параллельно воротам мяч полетел. Попыталась красиво с лету замкнуть этот пас футболистка Сморгони, но не вышло. Бобруйчанка идет вперед. Здорово. Очень неплохо. Может что-то получиться. 1 в 1 обыгрывают футболистка Бобруйчанки соперницу. И здесь неточный пас на Логинову делает партнерша ее, и будет удар от ворот. Не успела Логинова к этому мячу, а было очень перспективно. Все, было количественное преимущество в этой атаке у Бобруйчанки, но, как и в большинстве случаев, Бобруйчанка лишь перспективу атаки показывает, но никак не саму атаку. 5-1. Напоминаю, Бобруйчанка уступает Сморгони в этом матче 25-го тура розыгрыша чемпионата Беларуси среди женских команд. Сморгони идет вперед. Болотянова. Хорошая передача на правый фланг. Здесь может быть интересно. Прострел, удар и 6-1. 6-1 становится счет. Снова забивает Сморгонь. Да, так хорошо начинался первый тайм для футболисток Бобруйчанки. Ну вот. Номер 10. Дарья Карабанько. Бегут футболистки Сморгони обниматься с кем-то из, наверное, одноклубницы. Дарья Карабанько записывает на свой счет второй мяч в этом матче. Таким образом, дубль у 10-го номера Сморгони. Ну а счет у нас 6-1. Здорово в отборе, жестко действует Дарья Линик, но в пределах правил. Все очень и очень тактично, но при этом по-футбольному жестко. Продолжаем смотреть этот матч. Небольшая остановочка игры у нас в связи с нарушением правил. Футболистки Бобруйчанки выполнят штрафной удар. Пока защите Сморгонь разбирает футболистов в черно-желтой форме. Ну вот такие стандарты. Это и есть шанс Бобруйчанки на что-то в этом матче. Ничего здесь не было, ни нарушения правил. Просто спокойно Бобруйчанка... Ой, спокойно, простите, футболистка Сморгони отзащищалась. Может быть опасно. Хорошая передача. Удар по воротам. Да, Бобруйчанка имела реальнейший шанс сейчас забить. Но Дарья Хромко очень бесхитростно пробила прямо по позиции голкипера Сморгони Инны Ботяновской. И Ботяновская спокойно забрала мяч в руки. Тем не менее, атака Бобруйчанки продолжается. Хорошая передача Хромко. Ну, здесь... Плотно против Хромко сыграли и мяч отобрали. Болотянова передача на правый фланг. Здесь, ой, Ксения Фалей, как же жалко. Да, попыталась сейчас Ксения Фалей пробежаться и тут же захромала. Да, с травмой играет Ксения Фалей. Ну, слушайте, надо отдать должное этой девушке. Понимает она прекрасно, что с поля уходить никак нельзя. Не видите, превозмогая боль, превозмогая себя, действует на благо команды. И это, да, это очень здорово, это очень классно, что в Беларуси есть такие футболистки, которые могут пожертвовать своим кусочком здоровья ради успеха команды. А Сморгонь тем временем продолжает атаковать. Может быть достаточно опасно. Удар по воротам. Здорово. Ксения Фалей.
Не знаю, как по мне, так, наверное, Ксения Фалей, даже несмотря на то, что Бобруйчанка уступает, и Ксения Фалей уже получила 5 в свои ворота, 6 в свои ворота. Можно сказать, что одна из самых ценных игроков этого матча. А здесь у нас свисток. И что этот свисток нам дает? Свободный удар назначает главный тренер сегодняшнего матча. Слушайте, удивительно. Слишком долго, что ли, держала Ксения Фалей? От своей получила передачу и взяла мяч в руки. Ну, только такое объяснение у меня есть для назначения этого свободного удара. Ну, конечно, это шансище для Сморгони. Может быть, гол. Увидим. Увидим буквально через несколько мгновений. Балатянова тут готовится нанести удар. Кто-то из ее партнерш, естественно, все здесь. Дистанция до гола очень и очень близкая. Метров, наверное, 10 до ворот самое большое. Понятно, что стенка из всех практически футболистов Бобруйчанки закрывает половину ворот. Но об этом, собственно, ничего. Это ни о чем не говорит. Да, здесь нужно либо попадать плотно и четко, либо хитрить и придумывать. Но это, конечно, огромный шанс. Балатянова бьет, и Ксения Фалей великолепно переводит мяч на угловой. Слушайте, ну для девушки, которая играет с травмой, совершать такое количество сейвов, ну это признак большого профессионализма. Вот честно вам скажу. Продолжает сидеть практически на воротах Ксении Фалей. Сморгонь обложила штрафную площадь раз за разом. Бьют по воротам. Девушки в оранжевом. Подопечные Яны Вышитка. Ну вот вышли. Вышли из обороны футболистки Бобруйчанки. Ну да, тот свободный удар, который был назначен арбитром, это был, конечно, большой шанс для Сморгони забить еще. Не получилось. Зато вот, может быть, получится у Бобруйчанки здесь пройти в какую-то атаку. Но нет, вдвоем сложно это сделать, когда тебе противостоит 4 защитника. Может быть опасно у ворот Бобруйчанки. Ищет возможность для удара футболистка под 23-м номером. Это Татьяна Фомченко. Не нашла ситуацию, и мяч потерян. Хороший подкат в исполнении футболистки Бобруйчанки. И таким образом зарабатывают бобруйские футболистки аут для своей команды. Так, и у нас замена. Замена в составе, естественно, Сморгони. Потому как у Бобруйчанки менять-то уже неким. Татьяна Фомченко покидает поле. И вместо нее выходит футболистка под номером 7. Страшкевич ее фамилия. Продолжается игра. Бобруйчанка с мячом. Анисковцева до мяча не дотягивается. На поле вышла Ульяна Страшкевич. Ну вот Ульяна Страшкевич, вышедшая на замену, уже вот буквально секунду назад поучаствовала в игре. Поучаствовала в отборе. Сыграла достаточно неплохо. Через вратаря футболистки Сморгони организовывают начало своей атаки. Не получилась ошибка. Анисковцева с мячом. Передача в центр. Передача назад. Плохой пас от Натальи Савченко. И футболистки Сморгони бегут в быструю контратаку по правому флангу. Нет, не дают здесь пройти. По-моему, 9-го номера Яне Домин. Неплохо по левому флангу. Футболистка Бобруйчанки протащила мяч, но вот перехвалил. Похоже, тут же сделала безадресную передачу. Шпак, вышедшая на замену футболистка Бобруйчанки, сейчас с мячом.
что-то руками объясняет, показывает наверняка, где должны располагаться футболистки бобруйчанки. Логинова пыталась сделать передачу на Ольгу Анисковцеву. Да, не получилось. Недовольна Ольга Анисковцева. Наверняка хотела рвануть к чужим воротам, ну и реализовать момент. Сморгонь идет в атаку. Передача в штрафную площадку. Никого там нету. Мяч уходит за лицевую линию. 73-я минута матча. Напомню, счет у нас 6-1 в пользу Сморгони. Аут. В пользу Сморгони. Мы увидели Гирос. Передача в центр. Достанет до нее футболистка Сморгони. Достает Болотянова. Удар дальний и неточный. Как говорил Владимир Новицкий, моцно, але недокладно. Свободный удар выполнят футболистки бобруйчанки от своих ворот. Передача точная. Хороший пас вперед. Налево. Футболистки бобруйчанки пытаются организовать атаку, но вот тяжело, наверняка же тяжело организовывать атаки, когда у вас в команде 2 человека идут вперед, а все остальные, условно говоря, 6-7 человек остаются сзади. О какой атаке может идти речь, если вдвоем против 7 приходится атаковать? Сморгонь на правом фланге. Передача и Ксения Фалей. Не в первый раз сегодня спасает ворота бобруйчанки. Да, однажды это сделала даже ценой повреждения. Сейчас, играя с травмой, продолжает, как говорят, в хоккее подтаскивать свою команду. Логинова вбрасывает мяч из-за боковой. Шпак. Анисковцева. Передача в центр, передача неточная. Дарья Линник четко работает в отборе. Слышим мы достаточно зычный подсказ Инны Ботяновской, голкипера Сморгони. Помогает как может Инна Ботяновская Сморгони в этой атаке, ну и во всех других атаках помогает, подсказывая своим партнершам. Здесь может быть опасно. Если бы передачу сделал 14-й номер команды Зоя Горбунова на левый фланг, то могла Дарья Храмко здесь убегать на рандеву с Инной Ботяновской. Передачу, к сожалению, сделать не смогла по той простой причине, что против нее правила были нарушены. А так все было достаточно перспективно. Шпак с мячом будет вводить его в игру из центрального круга. 77-я минута матча стартовала. 6-1. Сморгонь выигрывает, но бобруйчанка идет вперед. Можно было здесь что-нибудь придумать. И сейчас, в принципе, можно. Достаточное количество футболисток в желто-черной форме подскользнулась, к сожалению, Логинова и не смогла придумать хорошую передачу. Ну а в ответной атаке футболистки Сморгони тоже не отличились техническими навыками. Но, тем не менее, продолжается атака. Пас пяткой, удар по воротам. Здесь можно было, конечно, и нужно было забивать футболисткам Сморгони. Никто здесь не мешал футболистке в оранжевой форме бить по воротам или обрабатывать даже мяч. Еще 2 замены Яна Вышитко производит в составе своей команды. Видим мы Дарью Линник, которая покидает поле, центральную защитницу. Поле покидает Елизавета Искарева, номер 9. И Елизавета Искарева также
Дарья Линник, номер И посмотрим, 24. Спасибо за игру. кто у нас вышел на замену. Достаточно далеко находится комментаторская вышка. Номер 25 и Номер 25 футболистка по фамилии Пышная выходит на поле. И давайте посмотрим вторую замену. Полина Сульжицкая. И 31 номер, да, Полина Сульжицкая выходит на поле. Напомню, Елизавета Искарева и Дарья Линник это поле покинули в результате этих замен. Чуть менее 13 минут до окончания этой встречи, которая с точки зрения результата, наверное, нам не сказать, что вызывает большую интригу, поскольку все было понятно в самом начале матча, когда очень быстро футболистки Самаргони забили 4 мяча, 3 мяча, с четвертым пришлось подождать. Приблизительно, как я уже говорил, в первом тайме каждые 7 минут приблизительно забивали футболистки Самаргони. На 6-й минуте был первый мяч, а дальше где-то вот каждые 7 оборотов минутной стрелки мяч влетал в ворота Ксении Фалей. А Анисковцева, пас назад, просит обратную передачу Ольга Анисковцева, не получает ее, зато получает мяч Татьяна Логинова. Шпак в касании играет со своим партнершей. Вот сейчас Ольга Анисковцева с мячом на правом фланге. Хорошая передача на Логинову. Ну и здесь показалось, что было нарушение правил, но нет. Арбитру все хорошо было видно, не было здесь никакого нарушения. Здорово, красиво играет Дарья Карабанько. Класс, убирает одну защитницу, вторую. Выходит по левому флангу на перспективную позицию для передачи. Ну и здесь, к сожалению, мяч теряет. А все было достаточно красиво. Горбунова. Анисковцева. Передача назад. Шпак. Кстати, Шпак неплохо вошла в игру. Много мы ее видим. Особенно вот в качестве такого опорного полузащитника, такого волнореза. Анисковцева. Передача не получается. Татьяна Логинова не смогла вынести мяч подальше. А это значит, что у одной из лучших футболисток сегодня, Дарьи Карабанько, есть возможность что-то сделать. Нет. Сама Дарья Карабанько упустила этот шанс. Логинова. Неплохо. Поначалу показалось, что неплохо, но нет. Болотянова здесь не достает до мяча. Горбунова его перехватывает. Передача направо. Расчетливо и точно. Передача Анисковцева. Хороший пас на ход на правый фланг. Но и здесь не смогла Валерия Кунцевич справиться с противодействием Яны Магаляс. Мяч на правом фланге. Спокойно пытаются организовать атаку футболистки в оранжевой форме. Передача на правый фланг. Может быть перспективно. Пас в центр. Ну что, будет здесь удар? Нет, удара не будет. Защитницы бобруйчанки сработали надежно. Есть, в принципе, неплохой вариант выйти в контратаку. Вот сейчас направо хорошая передача. Если бы чуть на ход, вообще было бы классно. Савченко. Капитан бобруйчанки. Совсем немножечко. Надо было чуть-чуть получше сыграть в этом игровом эпизоде. И тогда бы атака могла получиться. Логинова видит партнершу. Показалось, что мяч в руку попал, но арбитр не реагирует на этот эпизод. Карабанько на левом фланге.
Попытался сделать передачу, но накрывает этот пас Татьяна Логинова. И после касания этой девушки в голубой шапочке мяч уходит за боковую. Несогласованно футболистки бобруйчанки здесь сработали, столкнулись друг с другом. Благо для команды это ничем плохим не закончилось. Савченко здорово действует в отборе, не дает продвинуть атаку дальше по левому флангу футболисткам в оранжевом. Карабанько. Нет, Логинова сегодня Карабанько стреножит раз за разом. Вот чуть назад отошла Татьяна Логинова. Такое ощущение, что персонально против Карабанько Логинова стала играть. И да, тяжело приходится 10-му номеру Сморгони. Все время видит она перед собой эту девушку, которая достаточно жестко и быстро действует против нее. Пас на правый фланг. Сморгонь идет вперед. Мяч в штрафной площади. Скидка под удар. Удар не получается. В 83-я минута, 84-я даже минута идет в нашем матче. 6-1. Сморгонь уверенно и без особых проблем обыгрывает бобруйчанку. Что же до бобруйской команды? Ну, гол престижа забит уже хорошо. Команда в сложном положении изначально находилась. Всего один человек был в ростере заменяемых футболисток у бобруйчанки. И более того, эту замену пришлось сделать Николаю Касаткину уже на 20-й минуте. Так что вот ситуация с повреждением голкипера команды Ксении Герус. И так, Герус, хотел сказать, конечно, Ксении Фалей, да, которая, превозмогая боль, продолжает оставаться в воротах бобруйской команды и уже не один и не два сейва сделала в этой ситуации. Голкипер бобруйской команды, за что я думаю, что ей надо выписать какую-нибудь премию, если меня вдруг слышат боссы бобруйского клуба. За волю к победе, так сказать. Бобруйчанка идет вперед. Не так много времени осталось до конца. Надо попробовать выжать максимум из последней этой пятиминутки футболисткам бобруйчанки. Ну, хотя бы немножечко что-то попробовать. Мы будем только рады, правда. Очень хочется еще увидеть какую-нибудь опасность у ворот. Ну, не обязательно Инна Ботиновская. Вообще еще хоть какую-нибудь опасность у ворот соперниц. Пошла вперед футболистка бобруйчанки, но далеко вперед ее не пустили. Это нарушение правил. Не очень понимают, за что дал свисток главный арбитр. Но арбитр, главное, что все понимает и совершенно точно и уверенно свистит и показывает на ту часть с поля, где должен устанавливаться мяч для выполнения этого стандартного положения. Шпак. Заброс вперед. Эффектно пяточка играет Ольга Анисковцева. И не только эффектно, но и точно. Ну вот хорошо бы ее посыл поддержал кто-нибудь. Хороший момент, может быть. Анисковцева, удар по воротам. Хороший момент. Очень здорово действует Инна Ботиновская. Ну вот, опасность какую-то у ворот мы увидели. Это прекрасно. Как и просили футболисток мы здесь с комментаторской вышки стадиона ДЮСШ в городе Сморгонь. Болотянова на коротке обыгрывается с партнершами. Пас направо. Здесь что-то может интересное придуматься. Заброс в середину штрафной площади. Может, Ксения Фалей на одной ноге ловит мяч. Буквально на одной ноге. Это я не преувеличиваю. Как же тяжело сейчас Ксении Фалей. Я думаю, что сейчас она думает даже не о том, как бы не пропустить еще, а как бы поскорее этот матч завершился, и Ксения Фалей отправилась бы получать необходимую медицинскую помощь для того, чтобы, ну, в следующем матче
Напомню, бобруйчанки, их еще 3 в этом сезоне принять участие. Есть проблемы с составом бобруйчанки, очевидно, есть. Видим мы их невооруженным глазом. И, конечно же, Николаю Касаткину эти травмы совершенно не нужны и отзываются где-то в сердце достаточной болью. 88-я минута игры. Не думаю, что добавит очень много главный арбитр сегодняшнего матча. Может, минутки 2 от силы. Пауз особенных не было. Только останавливались футболистки, чтобы исправить, отпраздновать гол. Снова Фалей с мячом встречается. Снова отдает коротко. Понятно, что ни о каком начале атаки вбросом дальним мяча речь не идет. Тут для Ксении Фалей хорошо бы на ногах устоять, в данном случае на ноге. Бежать и вообще ходить Ксении Фалей удается сейчас с огромным трудом. Ну а футболистки Сморгони продолжают владеть мячом, преимуществом, атаковать, но все это пока без опасности. За последние, наверное, минут 15 самый опасный момент как раз создала бобруйчанка, когда из угла штрафной площади била Ольга Анисковцева, но там сейф исполнила Инна Ботяновская. Татьяна Логинова вбрасывает мяч из аута, торопятся футболистки бобруйчанки. Логинова. Зоя Горбунова не лучшим образом сыграла, но мяч, тем не менее, остался у футболисток из Бобруйска. Логинова, Шпак не успевает к этой передаче. Карабанько. Яна Домин. Отыгралась Карабанько. Можно делать уже передачу, но передача неточная, оказывается. А тут Яна Домин, получив этот пас, могла бы убегать к воротам и забивать. Последняя минута в матче у нас идет, 90-я минута. Сколько добавит арбитр, нам неизвестно, потому как не видели мы резервного судью с информационным табло, на котором написана эта заветная цифра, но, наверное, увидим вот буквально скоро. А так, 90 минут матча практически подошли к концу. Констатируем уверенную победу Сморгони со счетом 6-1. Напомню, после первого тайма счет уже был 4-0. Ну, как видите, в этом тайме не такое преимущество было у Сморгони. Может быть опасно. Карабанько на левом фланге. Передача на Болотянову. Удар по воротам и мяч забивает Болотянова. Счет становится 7-1. Удар верхом получился, но знаем мы и видели мы, и говорил я уже об этом много раз, да, у Ксении Фалей повреждение. У голкипера бобруйчанки не может она играть в полную силу, ну и даже не дает главный арбитр здесь бобруйчанке начать матч с центра поля, дает финальный свисток. 7-1. Сморгонь побеждает бобруйчанку. Но с точки зрения турнирных перспектив эта победа ничего не дает Сморгони, так же, как и это поражение оставляет бобруйчанку на 8-м месте, как и перед началом этого матча. С вами был комментатор Дмитрий Воронков. Любите белорусский футбол, ведь он у нас такой один. Всего доброго, до свидания.